Хайрли кич, хрэмэтле дуслар. Всем здравствуйте, дорогие друзья. И хотелось бы сказать по привычке, вечером в среду, после обеда, Татарстар наследие. Нет, сегодня у нас пятница, 3 сентября. Давайте вот сегодня вот без этих штучек все перевернули. Но я сегодня вот буду единственное, что переворачивать в этом выпуске, это свой планшет с обязательным текстом и с именами наших участников. Вы уже видите в кадре наше достопочтенное, как это положено говорить, жюри. Их мы представим чуточку позже, а пока, может быть, есть такие из вас, которые видят наше шоу впервые. Ну а вдруг эти 3 человека еще не знают, что здесь происходит. Это шоу Татарстар. 3-й сезон, именно этот сезон называется Татарстар наследие. Что же происходит в нашем шоу? Артисты, любители, может быть и полупрофессионалы отправляли нам свои заявочки на отборочные туры. Их было 6. Сейчас у нас идет полуфинал. Полуфинал 3, всего полуфиналов 5. То есть из первых 2 полуфиналов мы уже отобрали по 2 финалиста. То есть 4 финалиста у нас уже определены. Если вам интересно, кто же это, можно прям промотать вниз там стены официального сообщества Татарстар ВКонтакте и посмотреть, кто эти 4 счастливчика. И сегодня также из 6 полуфиналистов мы выберем 2, собственно, финалистов. Механика нашего шоу очень простая. Мы с нашим жюри выставляем участникам оценочки от 1 до 5 максимальная. Это все суммируется, и затем в течение 30 минут голосуете уже вы. То есть в группе ВКонтакте Татарстар появится голосование, в котором будет 6 участников. То есть и, соответственно, по итогам того, как вы проголосуете, тот, кто наберет больше всего голосов, получит 6 баллов, тот, кто меньше всего, получит 1 балл. Эти все баллы суммируются, и вот, собственно, мы узнаем те, кто 2 у нас финалиста. За что же борются наши участники, наши пока еще полуфиналисты и финалисты? У нас есть призы очень славные, тем более, если их перевести в денежный эквивалент. Это iPhone 12 Pro Max за первое место, и iPhone 12 и iPhone 11 за место 2 и 3 соответственно. Вот так вот следующий полуфинал, как у меня здесь написано, состоится 8 сентября. Если мне оттуда из-за камер меня никто ничем не кидает и не выправляет, значит я все говорю правильно. 8 сентября у нас следующее шоу, также на этих же площадках, официальное сообщество ВКонтакте Республики Татарстан, Татарстар, в общем, везде, где найдете, там вот можно посмотреть. И в перерыве зрительского голосования, когда будете голосовать вы, для нас с вами выступит лауреат премии ТМТВ, лауреат премии Булгар Радио С Ринат Атей. Так, что же, все, обязательно информацию вроде бы всю сказал, ничего не забыл, а теперь представляю наших дорогих, красивых гостей. Знаете, за что я уже люблю этот выпуск? За то, что впервые жюри сели точно по порядку, как это написано в планшете. Я теперь точно, наверное, впервые никого не перепутаю, к своему сожалению. Первые гости, вот первый по порядку мы представляем, заслуженная артистка Республики Татарстан, певица, телеведущая Алсу Аблюханова. Все правильно, есть. Следующие наши гости, наши жюри, обладательница национальной премии Алтын Барс, премии ТМ-ТВ, победитель реалити-шоу на ТНТ «Золото Геленджика», певица, актриса Гульназ Баталова. Гульназ, добро пожаловать! Вот здесь пока регалий не так много, но одно слово из этого описания уже дорогого стоит. Во всяком случае, единственный джентльмен, помимо меня, среди жюри, это популярный певец татарской эстрады Ильназ Гарипов. Ильназ, welcome, Ракимис. Спасибо. Ну, спасибо, что за дорогой и красивый, да? Это мне тоже касается? Конечно. Отлично, прекрасно, все, я доволен. Все, красивый, дорогой, обворожительный, вот так вот можно? Спасибо. Все, на этом Ой, спасибо. Я и ведущий всего этого действия, Нияз Хайруллин и Сэмси Сомберта Бетенгизга. Так, что ж, давайте так вот по очереди, чего ожидаете от нашего шоу сегодня? Может быть, смотрели до этого, если не смотрели, то вообще... Что? Какие мысли? Вот не смотрела, поэтому сегодня будет знакомство. После сегодняшнего дня, я надеюсь, буду наблюдать, смотреть, поскольку очень интересно, действительно. Ну, конечно, отбор-то мы все посмотрели уже без вас. Да. Ну, здесь самое нормальное осталось. Вот, да. И, ну, конечно, самое главное, хочу пожелать всем участникам яркости, бодрости, креативности, успеха, ну и, в общем, нас чем-то немножечко удивить, может быть, да? Я думаю, у них получится. Креативить, да, так, чтобы было интересно. Блин, какие ожидания? Я с проектом знакома, поэтому я уже знаю, как это, что это, поэтому я надеюсь провести классно вечер, весело, интересно и действительно, да, хочется немножко удивиться. Поэтому, ребята, всем желаю удачи. Хороший настрой. Ильназ? Меня все радует, хорошая компания, хороший вечер. Надеюсь, и видюшки, которые мы будем смотреть, тоже будет
классными. И, наконец-то, познакомимся. Ну, я предлагаю, да, Да. если ты так говоришь, если нам в какой-то момент все не понравится, будем просто смотреть веселые видео. Почему, собственно... Почему, собственно... Звукач. Нет, так. Связь. Это тебя, Это а не как... Видишь, Отбивочка, отбивочка. как тебя приветствовали фанфары. Такой отбивки у меня еще не было. Идеально, сингапур. Ну, звукач новый просто. Я думаю, это не очень красит человека. Ну ладно. Хорошо, Ярар. Все, вроде бы я все же прочитал, никто меня оттуда не машет. Все, мы можем приступать. Вот так вот сразу не будем откладывать долгий ящик. Первый участник, а если говорить правильно, участница, ей 9 лет, она из Республики Башкортостан, город Дюртюли, с татарской народной песней «Согану». Зовут ее Риана Халиуллина. Смотрим. Мен Риана Халиуллина. Меня тугай сөйлеш. Мен Башкортостан Республикасыннан Илья шәһәрендә яшәшем. Сейчас же можно снимать? Дүртенче класска барам. Мин беренче йөреп укытылган. Мин төшәргә яратам һәм киләчәктә җырчы рәссам булырга телим. Мин халык җырларын чыгарырга нык яратам. Әле әзерләгән җырымда татар халык җыры «Сагыну». Бездә нидер таңлар барда, тау астында таулар бар. Талада яфрагы бездә сагыну, сездә нинди хәлләр бар. Талада яфрагы бездә сагыну, сездә нинди хәлләр бар. Салкын шишмә буйларында аталар ишерсән иде, тауа пискән элләрендә вәмәк ишерсән иде, тауа пискән элләрендә вәмәк ишерсән иде. О, можно похлопать. Так, что ж, дорогие жюри, еще раз вам повторяем механику. Мы сначала обсуждаем, а потом уже выставляем оценки. Я думаю, Ильнас, ты готов? А я считаю, что это подстава какая-то, ребята. Потому Почему? что такие милые видео, такие вот девочка красивая, и вы нас подставили. Надо выбрать. Мы вообще бездушные люди. На прошлом полуфинале Вы специально зовете гостей, чтобы их подставить. Мы выбирали между двумя 6-летними детьми. У нас сердец Хорошо, нет, что там не поэтому было, да? как-то апеллировать в нашу сторону меня вообще бэр. Побуду немножко Русланом Сабировым сегодня. Девочка, очень талантливая. Но она яркая, она не боится камер. Классные обои, кстати, да. Сзади. И, Дюртюлям, привет. Дюртюлига, сялям. Я Гульнас, как? Мне очень понравилась девочка, она еще и первая, и сразу запомнилась. Очень чисто поет, прям хорошая. Мне очень понравилось. Каково? Первый участник? Ну, каково? Во-первых, да, настроение сразу поднимается. Она выбрала татарскую народную песню «Создание Дихаляр Бар». Кстати, она в моем репертуаре тоже есть. Задорная песня, голос очень звонкий, сильный, есть перспектива, поскольку диапазон хороший, возраст еще только, да, очень много можно чего сделать. Но позвольте мне быть немножечко строже, чем другие. Вот технически я бы, я бы немножечко по-другому сделала, чтобы не так сильно бросать фразы, чтобы немножечко где-то допивать, дотягивать. А в принципе, очень-очень хорошая, яркая действительно девочка, да. Хорошо, коешь я в жюри, тоже выскажу свое мнение. Выступление было хорошее, костюм был, фон был, вы знаете. Хороший костюм был. Вот насчет обоев-то, собственно, даже потрудились, чтобы сзади не оказалось никакой мебели, прям такой задничек, сцена. Все оформлено было, не буду долго рассуждать, наверное, для первого участника вполне нормально. Для меня лично чего-то не хватило, чуточку, поэтому 4 с плюсом вот от меня. Вот, ваша оценка? Я тоже поставлю 4. 4 есть. Ну, чтобы чуть-чуть стимул был, да. Двигаемся дальше. Я поставлю 5. 5. Я тоже поставлю 5, потому что она поет лучше меня. Я бы стеснялась, так сказать. Кого я журю?
Я предлагаю тогда поменять Я доверюсь профессионалам, так что пятерка. пятерка. Обои сделали свое дело. 4, 4, 5, 4 и плюс 1 за обои. Итого 2 четверки, 2 пятерки. В принципе, неплохо. Аплодисменты. Есть. Второй участник, и тоже участница, и тоже 9 лет, но она из Республики Татарстан, город Мамадыш, поэма Габдуллы Тукая «Шурале». Зовут ее Фарида Зиннатова. Здравствуйте, меня зовут Зиннатова Фарида. Учусь в 3 классе Красногорской школы Мамадышского района. Я обычная девочка, как и все, хожу в школу, играю с друзьями, посещаю кружки, шахматы и волейбол. У меня много увлечений и интересов, но есть хобби, о котором хочу рассказать. У меня ни один день не проходит без альбома и красок. Рисую я не профессионально, но в конкурсах моей работы получают призовые места. Люблю участвовать в школе, во всех мероприятиях. Очень люблю свою семью, маму, папу и братика. И, конечно, школу, свой класс. Я думаю, что семья, друзья – это самое ценное, что есть у человека. Габдулла Тукай Шурале. Не козан артында бардыр бір ауыл, карулай делер. Жырлағанда кишін, тауықлары жырлай делер. Gerçi onda туқмасам да мен біраз тұрған едім. Жерні әзмәс тырмалап, шешкен едім, ұрған едім. Ол ауылды хеш ұнытмем, har яғы туған еді. Ол бұлын, яшіл үләнер, хатфәден yorған еді. Зор ма десен? Зор түгелдір. Бұл ауыл бек кішкене, халықның ішкен со бек кішкене, инешкене. Аплодисменты. Что же, а теперь начинаем обсуждение, собственно, Алсу с вас. Ну, во-первых, сложная девочка выбрала произведение. Это делает ей честь, да, поскольку это классика. Ну, школьная программа, но несмотря на это. Здесь полностью, вот по поводу обоев речь шла, здесь полностью соответствие внешнего вида с содержанием и с фоном. Визуализация полная, 100%, тоже хорошо. Эмоциональная девочка, очень дикция неплохая. И татарский неплохой, хороший. В общем, мне понравилось. Отлично. Понял? Да, я тоже хочу отметить уровень подготовки. Действительно, все на профессиональном уровне. И, то есть, и вообще, наверное, сказать организаторам проекта о том, что уровень прям подготовленности участников... Это они все сами, Прям... все, Они все мы... ну, в общем, реально, уровень гораздо выше, чем был. Девочка мне понравилась, очень понравилась. Я не знаю даже, что еще сказать. Дети, я не знаю. Как? А я считаю, что это вторая подстава за 2 номера. Ну да, Потому да. что опять... Обои опять? Нет, подожди, сейчас не обои, а мой земляк про Шурале там рассказали. Он же, мы земляки с Шурале. Шурале, да. Я Сарска, да. Поэтому больше, ну, милота. Ну, уровень подготовки профессиональный, фон там, да. Ну, то есть, извините меня, но я очень доволен. Мне очень Извините. понравилось. Простите. Хорошо. Очень плохой же меня жюри. Ну, я уже вот не знаю. Оценка какая? Оценка, давайте 5. Пятерочка. Оценочка? Давайте тоже поставлю 5. 5 гулять. Оценка? Я тоже поставлю 5, потому что, соответственно, возрасту материал такой серьезный, и справилась хорошо девочка. Лично от меня мне надо теперь выказать мнение и поставить оценочку. Только одно есть обращение, Фарида, к тебе. У тебя немножечко часть представлений, там где ты рассказывала про семью, школу, про себя, она немножко перевесила, казалось бы, важную часть повествования. Если зритель будет смотреть посторонний и не будет ждать, что ты там дальше читаешь стихотворение, он может такой, ну да, все, и где-то, как говорится, вот на середине сделать дальше, посмотреть. Но если ты будешь в дальнейшем, если ты пройдешь финал, будешь больше прилагать внимание непосредственно к тому материалу, который ты хочешь показать, все здорово, ну и обои, фон, подготовка, костюм. Выглядело как номер, было номером, значит ставим 5, мы люди простые. Все, 4 пятерки отправляются в Мамадыш, Фариде Зиннатовой. Аплодисменты! Все. Ну что ж, специально
Для Ильназа у нас возраст участников растет. Отлично, я сейчас поставлю 4,5. Он будет все суровее и суровее. А то все подумают, что вот посадили, вот жюри Без не настоящие. подставочки. Да. Но немногим пока больше, всего лишь на 2 года. Плюс 11 лет. Уже легче. Легче не Уже стало. Ну, больше 10. Больше у тебя какой-то, больше 10. Ладно, я рад. Но это тоже участница Лиана Гафиатуллина из города Казани с композицией «Кишке Казан Утлары». 11 лет. Смотрим. Прекрасно. Сіз мен Лиана Гафиатуллина, миңа 11 яш. Мен Казан шәһәрендә яшим. 57-нче мәктәптә укыйм. Һәм 24-нче музыкаль мәктәбендә белем алам. Шулай ук продвижение иҗат студиясында бию, вокал, актерлык составы белән шөгыльләнәм. Мин җырларга яратам. Шуңа күрә сезгә «Кичке Казан утлары» дигән җырны башкарам. Рәхим итеп тыңлагыз. Сезгә ошар дип уйлыйм. Кайдан гына булсам да, сине сагынам, сине яратам. Минем гүзәлем, Казаным, Казаным. Кичләр җитсә урамнарда, көмештә як нур ята. Кичке Казан күңелләрдә якты хисләр уята. Кайдан гына без килсәк тә, уланып каршы алды. Күпме яшьләр үз бәхетен синдә тапты. Казаным, Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, күңелем аңландыра. Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, күңелем аңландыра. Слушай, браво! Браво! Конечно. Казаным, Казаным, Казан. Как похорошела Казань при Ильсуре Раисовиче Медшине, что называется. Вот так вот. Спонсор нашей Что ж, программы. Лиана Гафиатуллина из Казани. 11 лет. Выкажу от себя, пока оценочку называть не буду. Все хорошо, костюм был. Пела она, поскольку я такой вот дилетантский, каждый раз я подчеркиваю, что я не пою. Пела хорошо, но мне вот немножко был диссонанс с тем, что не смогли нормально записать голос. И, наверное, стоило пожертвовать фоном прекрасной Казани, чтобы записать хорошо, как она поет. Лучше бы где-нибудь в зале бы это сделали. Но, может быть, я не прав. Алсу. Ну, если не учитывать вот эти технические данные, технические какие-то моменты, да, которые помешали, вообще, конечно, локация выбрана очень хорошо, на мой взгляд. И хочу сказать, у Лианы очень большое будущее. Она очень артистичная, очень органичная, голос достаточно современный. И, знаете, ну, мы же здесь собрались не только хвалить, да? То есть, если говорить о каких-то замечаниях для того, чтобы ребенок рос и развивался, и, как сказать, совершенствовался, да, то я бы чуть меньше жестикулировала. Как правило, вот эти все жестикуляции, я понимаю, что очень много эмоций, очень хочется много, как сказать, показать, да, но вот эти руки, которые постоянно повторяют одно и то же движение на уровне лица, они, как правило, мешают. Поэтому я бы вот чуть-чуть убавила руки, я бы, ну, как-то за счет каких-то других, может быть, движений, там, плечами, или что-то, да, а вообще с вокальной точки зрения все очень здорово, улыбка великолепная, ну и песня хорошая, мне очень понравилась. Класс. Если вот только поработать над немножечко эмоциями и движениями. Двигаемся дальше, да? Алсу действительно очень конструктивно сейчас ты сказала. Я прям полностью согласна с Алсу. Лиана настоящая артистка. У нее прям все сложилось. И вокальные данные, она очень свободно держится. И такие задатки актрисы в ней тоже есть, поэтому Лиана, продолжай развиваться. Про руки очень все точно, сказала Алсу. Больше отсюда,
энергию, нежели там рисовать. Но дети все через это Всё проходят, это, да, да, это будет ничего, еще все хорошо. хорошо, но просто вот это замечание, пожелание, оно очень прям вот прислушайся к нему, действительно. И Молодец. я вполне уверен, что вокальные данные у нее от природы, она очень круто поет. И, ну, давайте пропустим вот эти технические моменты, ну, давайте смотреть, ну круто она спела. Меня они тоже не Да, смутили, меня честно, тоже. Да. потому что Да, мне нужно, я минусы мне увидела. Убедили, Да, я все. меньше пятерки не могу поставить, потому что она не то, что спела, чем я, она даже спела лучше, чем Гульназ, поэтому меньше пятерки. Ну, я тоже ей поставлю пятерку, поэтому да, все Я нормально. тоже, кстати, ставлю 5. 5, 5, 5. Ну что, я совсем уж что ли? 5? Ладно. С минусом, да? Говорили, но заслуженно. 5 с Ну, минусом. заслуженно. Есть. Идем дальше. Ну все, Ильнас, тут можешь говорить все как есть. Сейчас. Хотел- 28 минут, Ну, 28. Еще не 28, Нет. 19 лет. Республика хорошо. Башкортостан, деревня Чукалы. Отрывок из поэмы Энгама Атнабаева «Яшлык белян Ишрашу». Резида Факиева. Смотрим. Серьезно. Исәнмесез. Мин Факиева Резида. Минәргә 19 яшь. Мин Башкортстанның Балтач районы Чакалы авылыннан. Мин Башкорт дәүләт университетының Нефтекама филиалында юрист белгечлеге буенча 2нче курста укыйм. Әнгам Атнабаевның «Яшьлек белән очрашу» поэмасыннан өзек сөйләячәкмен. Сөйлә дисең, нәрсә сөйләргә соң? Белә инде аны кешеләр. Ул чагында, сугыш заманында күпләр иде минем ишеләр. Газиз киткәч, бер ялгызым калдым. Тәрәз төптә калды гармуны. Телләрендә калды бармак изе. Колагымда калды бар моңы. Туйда кигән ак күлмәге калды. Бер дә салып юмаган. Йөрәгемдә мәхәббәте калды. Һәм баласы калды, тумаган. Башта юлдан, аннан окоплардан күн дә килеп торды хатлары. Сүзен сүзе белән, юлын юлы белән ятладым. Өч почмаклы хатлар килгән чакта якын кебек иде ике ара. Сөйгәнеңнең исән икәнлеген сөйләп тора иде бит алар. Алар да ләкин килмәс булдылар. Килер, килер дип көтсәм дә. Төшләремдә юллар күрсәм дә, әбиләргә хәер бирсәм дә, почтальоннар читләп уздылар. Шул хаттан да мәхрүм иттеләр. Аплодисменты! А прерывается, потому что как бы есть лимит, да, во времени? Да. Хорошо. А можно я вот скажу сразу? Давай, жги. Давайте тройку я поставлю. Почему? Ну, мне очень не нравится, когда вот... Что ей И- 19. Извините, да. А, Я вот очень чего. люблю, Да. я очень люблю татарские стихи, я их обожаю. Но здесь... Когда рассказывают так, татара, папа, ну вот так вот, с микрофоном, с фоном, короче, Беспонтовые обои. тройка, пусть они ставят семерки, я поставлю тройку. Все, есть, ладно. Давай, раз, ну, Гульназ. Боже, очень сложно, действительно. Но как бы то ни было, на меня все-таки такой музыкальный Ильнас, репертуар приходи в следующий раз влияет, ну как-то на меня действует гораздо сильнее. Я больше резонирует, наверное, поэтому, наверное, еще от этого я поставлю тоже. Тройку? Но это не говорит о том, что это плохо. Это говорит Это о том, что это неплохо. нормально. Нормально, но кто-то мне понравился больше. Всё, мы Наверное, поняли. вот чисто вот так. Не задело. Но пока оценки даже можно было не говорить. А девушка потом- красивая. А, можно было не говорить Да, о можно было не говорить, да пока. Но все равно надо было сказать. Алсу. Знаете, вот, в общем-то, все хорошо, но мне кажется, вот если до этого мы оценивали детскую категорию возрастную, да, и там, ну, много не разбежись, креатива какого-то большого нельзя, да, придумать, природа, обои, птички, там все такое, то здесь вот уже 19, и я думаю, вы знаете, вот нужно немножечко отходить уже от этих вот птички, речка, природа, лес, травка, ну, вот этого очень уже много. Ну, Рассказала неплохо. Да, отлично. Да, но каждый Приторно. раз вот эти зеленые лепесточки, придумал. постоянно у речечки сидим, там что-то сирень нюхаем, да, вокруг березки ходим. Ну, от этого хочется отойти чуть-чуть, да? Да. Несмотря на то, что мы вот в Башкортостане, в Татарстане живем, хочется какого-то креатива. Мне кажется, можно было как-то скреативить. Поэтому я своих коллег поддержу и
Да, потому что еще Троечку девушка поставлю. старше, и Можно было спрос скреативить больше с немножко, нее, да, 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 только можно. поэтому. Рисида, В общем, судя по всему, оценки уже есть. Моя оценка по ничего не спасет. Могу поступить вообще как захочу. Мне показалось, что это лучше, чем троечка, безусловно, по моему субъективному мнению, потому что я каждый раз говорю, что я вообще дилетантище, не пою, не танцую, вообще какое я имею право людей осуждать. Но я поставлю балл не 5, я поставлю 4, по той причине, что мне казалось, что именно вот в этом образе, с этим антуражем, с этим синим платочком, логичнее было бы прочитать стихотворение на русском языке. Да. И то оно есть бы вот вписалось идеально про Алешенька, зачем ты пила из лужицы, вся Да, вот эта вот история, козленочком как козленочком, станешь. знаешь, было бы вообще великолепно, но поскольку я люблю татарскую поэзию, и ниже 4 от меня вообще быть не может, извините, вот что Ах, хотите. подлизывайтесь. Что хоть, вот. но еще и девушка такая симпатичная, что я. Да, девушка красивая, слов нет. Вот, мог бы балл за это добавить. Ну, просто 3, мог 3, дальше 3, уже строже. 4. Аплодисменты! Молодец. Что ж, 5. Хотели креатива. Давайте креатив. Хотели креатива. Сейчас получится. Сейчас я даже вот специально 2 листочка возьму, Будет чтобы это бабушка прочитать. 86 лет. Нет. И на роликах. Ну тут, а вот подожди, а если бабушка будет, ты Ещё будешь, на ты арфе будешь обсуждать ее вот как детей повышенный балл ставить, или либо наоборот, прям вот Ну, надо видеть. там бабушки, вам и Тут так надо по 10 тысяч посмотреть. Так дали, надо вот это посмотреть, всего. увидеть. Смотрите, Максимум, нет, минимум увидеть, 21 максимум год. посмотреть. 21 год. Челябинск. Челябинск. Суровый. Вот был Классно. Челябинск или нет? Да. Как тебе? Слушайте, очень круто. Это Мне, он... мне- Вы мне- заметили? мне тогда казалось, что это очень прогрессивный город. Я был там лет 10 назад. Ты сейчас специально так подмазываешься, чтобы если что тройку поставить, Если а что, город я туда похвалил. приеду, чтобы меня хорошо Чтобы с встретили. Челябинска да. не приехали. Смотрите, тут номер прям зачитать надо с 2 листочков. Танец в стиле хип-хоп. Под рэп-версию стихотворения Габдуллы Тукая и Тугантель в исполнении рэперов Рауиль, Энай Кэш и Молодой. Энекэш, Не кэш, но тут так написано прям. Вот тут, Энай Кэш, тут- на тут- английском тут Энай Кэш, Another Кэш. Зовут ее Анастасия Щекина, Челябинск. Смотрим. Всем салем! Я Анастасия Щекина из города Челябинска. В танцевальной сфере меня называют Стейшн. Мне 21 год, и я учусь в Южноуральском государственном университете на системах управления летательными аппаратами. В свободное от учебы время я занимаюсь танцами и преподаю в танцевальной студии Energy Zone. Но мир танца я начала познавать еще в 5 лет. За это время я попробовала себя в бальных танцах, в хаосе, в хип-хопе, в брейкинге и во многом другом. Также я играю на гитаре и увлекаюсь фотосъемкой. Есть у меня одна заветная мечта – побывать в космосе. Ну и сейчас я вам станцую танец в стиле хип-хоп. Вас ждет сюрприз. О, весело. вот так вот 7 тела можно поаплодировать. Что ж, по очереди. Жюли, как танец? Ой, да простят меня челябинцы, и пусть простит меня замечательная. Сейчас я вот, Да-да-да. вот у меня на том листу. Где же? Настя, да? Настя, Щекина да, Настя. да. Настя, я так понимаю, что она не знает татарского, да? Не понимает содержание текста? Анастасия Щекина. Потому что, вы знаете, вот, возможно, технически все очень круто, да, но я не люблю, когда содержание не соответствует
выбранный материал не соответствует тому, что человек... То есть все должно быть оправдано, на мой взгляд. Если человек танцует там брейк, я не знаю, что там, как называется этот стиль, и набор каких-то движений, хип-хоп, да, то причем тут тугантель? Тугантель — это родной язык. Да? И, ну, если отдельно, как сказать, оценивать музыку, отдельно танец, возможно, это здорово. Но если как номер, который сделан вот композиционно, да, выполнен, то, извините, вот, ну, меня, ну, вот я не знаю, что поставить, даже потому что меня не тронуло никак. Ладно, двигаемся дальше. Так, я немножко упустила момент, как давно занимается танцами Анастасия? Это реально, она профессионал? Да, она же говорила, если я не ошибаюсь, что она еще и преподает, да, вот что-то там вот такое. Понятно. В таком случае тогда меня тоже не совсем это впечатлило, потому что если это такой уровень, то заявленного прикольно, клево, да. Я понимаю, что это тоже непросто, но не могу сказать, что это что-то. Прикольно, переходы, очень по ТикТок, но по-современному. Мне, говорю, нравится, что в этом сезоне участники действительно там с микрофончиками, кто поет. Да, да. У них тут профессиональная съемка. За это, ребят, вам реально респект. Переход прикольный был так. Но да, это прикольно. Я даже немножко тут потусовалась. Но знаешь, Алсу, мне кажется, почему она выбрала эту песню? Татарского хип-хопа мало. А раз, мне кажется, Татарстар — это такой проект в Татарстане, наверное, все равно она хотела выбрать все-таки какой-то татарский трек. Но трек сам по себе очень клево сделан, очень профессионально. Но про тугантель, он про тугантель. А тогда язык движений должен, в общем-то, ну, как сказать, хоть как-то передавать содержание. А когда это идет вразрез, ну, друг с другом никак не вяжется, то я не знаю, как оценить. Несколько современных татарских движений могло быть в танце, например. Например, их там не было вообще. Или переход какой-то. Вы знаете, когда я в жюри... Я придумал новый. То есть иногда я в жюри вижу, сидя в жюри, вижу такие номера, сделанные на татарские современные песни, да, такие креативные, можно так придумать хорошо, и как-то все связать, и режиссерские и так далее. Но тут вот мне этого не хватит. Идея есть, можно было докрутить еще. Ильнас? Ой, я человек далек и от хип-хопа, и от рэпа, и от танцев. Ну, максимум, что я могу, это прыгать на сцене, да, бесконечно. Я понимаю, я вот предлагаю там заменить не популярный татарский певец, а самый скромный татарский певец. Смотрите, что я увидел. Несмотря на то, что ролик был достаточно долгим, мне показалось, что движения не поменялись. Да, немножко однообразно. Да, Переход должен был что-то изменить. Ну, я думаю, где-то, давайте 3,5, 4. 3,5, 4. Давайте 3,5 за тугантель. Это Тукай все-таки написал, он тоже мой земляк. Но по правилам этого шоу 3,5 округляется в сторону тройки. Я согласен. Извините, я поставлю 4. 4? Да, потому что номер я все равно этот запомню. Вот это мне тоже, наверное, какой-то... Да, он отличался от остальных, он отличался. Это был танец, и я его запомнила. Я поставлю 4. Оценочку? Я поставлю 3. Тройку. Все объяснено, теперь осталась оценочка от меня. Я, в принципе, наверное, соглашусь со всеми нашими ораторами предыдущими. Да, песня была на татарском языке, и простите меня, вот исполнители, которых там Энекаш, Рауиль и Молодой. Респект прям, да? Ну, от меня наоборот. Да? Не самое лучшее исполнение такого значимого, сейчас очень занудно я так скажу, как будто у меня там миллиард регалий. Я говорю спасибо, но хотя, только потому, что они спели на татарском. Да, но, на мой взгляд, как бы это не послужило, то есть никак моей оценке, не самое лучшее использование знакового татарского произведения вот в такой форме. Под такой жесткий бит, допустим, если прочитали бы что-нибудь из Мусы Джалиля про то, как он был в моабитской тюрьме, да, было бы гораздо жестче. А здесь можно спорить? Почему нет? Ну смотрите, сам по себе трек шикарный. И тугантель, там мой родной язык, тебя люблю, город люблю, все классно. Почему в позитивный? Нет, Тукай признается в любви. Это в интерпретации современная. Я же говорю свое мнение. Нет, я же говорю, вы же говорите, можно спорить. Я в защиту этого трека. И отдельно, в общем-то, как танец тоже вроде бы неплохой. Просто а вот вместе не ладно, вот какие вот, но мне показалось так. Это раз, что это не самое лучшее исполнение, да. Может быть, вот понравилось мнение, так что Рауль, конечно, молодой. Молодцы за попытку. Вы мне понравились, Игорь.
это она еще вас не видела, как вы выглядите. Ух, еще не видел, да? Вот, есть. Это раз, мне не очень как понравился. Два. Терпеть не могу тиктоковые переходы. Ну сколько можно? Все, кто снимают видео, вот сейчас обращаюсь к операторам, монтажерам, вы почему такие ленивые стали? Вот это вот хлысь, и все, и переход. Вот покрутился. Да миллиард таких переходов. И тем более, если вы делаете на конкурс, вы не отправляете на ТикТок. Но, разумеется, к самой вот девушке в кадре не имеет никакого отношения. Короче, я еще долго могу говорить. Я вообще посчитаю, что я вот детей там пожалел, еще что-то. Давайте так, 3 за танец. И дополнительно балл за привет большой-большой славному городу Челябинск. 4. Браво. Добрый Прям полицейский. вот так вот, да. Злые Ну, полицейские. не, я поругал, я такой сначала поругаю, а потом, ладно, 4. Итого у нас 3. 3, 4. 3, 4, все, запомнили. Но все равно, вот, Анастасия, зато какие были обсуждения этого номера. И аплодисменты, Бурные, да. конечно, Эмоции вызвала. есть. И вот, собственно, мне вот я памятую, если я правильно понимаю, вот и номер этой девушки, и она там в кадре будет не одна, предыдущий отборочный бы номер сегодня, здесь и сейчас, потому что у нее до этого была песня в отборочных наших выпусках 3 сентября. Вот, и ровно в таком же, пока незнакомом вам, но я так уже довольно улыбаюсь, знакомом мне варианте, кавер-версия песни «Звездное лето» из репертуара Аллы Борисовны Пугачевой. 26 лет, исполнительница из Казани. Сколько? 26 лет. Но она в кадре будет не одна, так что сможешь оторваться на всю. Ильсияр Хисматова, аплодисменты и погнали, смотрим! Исәнмесез, минем исемем Илсияр, бу минем абыем Булат. Мин Казаннан. Кызыклы факт, миңа бүген 27 яшь тулды. Быел җәй шундый иссе, рәхәт булды, ләкин җәй көннәре безгә барыбызга да бик аз булып тоела. Шуңа күрә мин Алла Пугачева репертуарыннан «Звездное лето» җырын тәрҗемә итеп сезгә бүләк итәргә уйладым. Җир өсте кояш җылыта, елмаеп ялана якшаба. Мин җырлыйм һәм җәй йолдызы күңелемне яктырта, яңадан зур теләгем җәйнең ахыры җитмәсен, минем арттан ул йөгерсен, ул йөгерсен. Зур теләгем балаларга, халаларга, йолдызларның яктылыгын бүләк итсен. Җәем, ак җәем, йолдызлы җәйне җырласа. Җәем, ак җәем, йолдызлы җәй янымда кал. Браво! Браво! Ну, во-первых, как мы поняли, вот я зачитывал, что 26 лет, 27 лет, с прошедшим днем Поздравляем, рождения. да, Толку. Днем рождения! Блядь. Счастья, любви, удачи! Во-вторых, тут пока шел номер, я выяснил, что... Вернее, как, знаете, я, во-первых, как мужчина, во-второй раз, как женатый мужчина, не могу себе позволить сказать в адрес другого мужчины такие слова, но баянист Булат, жимешем минем, сикемлем минем. Если вы в своей жизни делаете свою работу и что-то делаете ее так же увлеченно, как баянист Булат. Но он же просто расплывался в этой музыке. Все, а теперь жюри, вот, Ильнас, давайте. Слушайте, что я хочу отметить, это первый номер, где была действительно такая огромная душа. Ну серьезно, вот Первый? несмотря на фон, да, вот я вполне уверен, что никто даже на фон не обращал внимания. Да сначала мы просмотрели баяниста, потом клипа не хватило, чтобы песенку послушать.
Ну, отлично, прекрасно. Но это еще по душе мне очень близко. Это живье, это баян, это ска, это панк, это что-то шансоновское. Ну, очень круто. Исполнение, ну, да, вокал мне тоже очень понравилось. Без волнения, непринужденно, пушисто, ну, не знаю, прозрачно. Пушисто это ты про Булата, да, видимо. да. Вот. Только 10. Ладно, ну, пока оценки можно 5. ставить тоже, да, Гульнас? Очень приятное послевкусие оставила участница. Очень хорошо я себя ощущала, мне хотелось присоединиться. Это, наверное, тоже такой хороший знак, когда хочется присоединиться, выйти, присесть там рядышком так и подпеть. Мне было классно, мне очень понравилось. Профессионально занимается ли она? Не написано здесь. Данные хорошие, но можно еще заниматься, развиваться. Но баянист, да, чудесный. В общем, прекрасный был номер. Да, один из любимых сегодня. Есть. Алсу? Такой чистенький вокал, приятный, действительно чистый, профессиональный. И вот, наверное, вот тот случай, когда, знаете, нет никакого антуража, никаких там видюшек, никаких там красивых перспектив там, да, в видео. Вот настолько просто креатив и настолько, как вам сказать, вот это как раз-таки тот момент, когда энергетика делает свое дело. Я сидела и вот пела вместе с ней, и у меня вот аж мурашки пошли по коже. Во-первых, с днем рождения от всей души. Во-вторых, я считаю, что если человек не занимается профессионально, то нужно обязательно начать заниматься, потому что, ну, данные хорошие, все да. задатки. А мне кажется, что все-таки занимается. В-третьих, наш любимый Булат, наш коллега, который никогда не будет аккомпанировать человеку, который не является музыкальным, да? Ну, в общем, вот этот вот дуэт, вот этот ансамбль, который родился спонтанно, это, наверное, за весь вечер вот первое, что меня тронуло, вот действительно понравилось, поэтому респект. От меня, думаю, тут, наверное, даже тоже все свои личные слова я уже говорил Булату, как мы посмотрели на отбор заявок, вы не видели. Если я буду говорить вот, можно, то да, придет жена, я не буду ему комплименты вот, такие а до говорить. этого они там, если не изменять память, они вообще сидели просто на кухне, там сзади был холодильник, это была просто такая домашняя бытовая атмосфера, но когда мы обсуждали жюри, никто даже, вот как правильно говорил, у нас никто не заметил, где они находятся, Да. потому что они так вдвоем исполнили, появились в этой маленькой уютной кухонке, и здесь то же самое, да, здесь они уже были в каком-то большом помещении, может быть, какой-то Цветы сзади расставили. ресторанное какое-нибудь помещение, но все равно возникла очень уютная атмосфера. Что касается исполнения каверы имеют место быть, по правилам шоу можно на татарском языке было, на татарском языке было. Было ли классно? Было классно. От меня лично 5, вот даже не думаю. Оценочка? А еще кавер такой, знаете, вот бывает, когда переделывают, и что-то так что-то не то. корежит, Да, то ли слова не совпадают, ну как-то, ну не то, да. Здесь все так легло, но 5 с плюсищем таким большим, и причем и Булату, и исполнительнице тоже. 5, каждому по 5. Все, 5. Аплодисменты еще раз. Браво! Так, что ж, мы сейчас обращаемся к нашей технической группе, вы должны посчитать, я думаю, это займет пару минут. Еще раз вам расскажу, дорогие зрители, мы сейчас делаем небольшой перерыв. В нем у нас выступят наши гости, которые будут радовать вас своими песнями. Это раз. 2. На голосование отводится 30 минут, ни больше, ни меньше. Поэтому, если вы за кого-то переживаете лично, за кого-то переживаете, может быть, персонально, отправляйте ссылочку на голосование другим людям ВКонтакте, делитесь, и чтобы как можно больше голосовали. Если вы сами участник, то это тоже ни в коем разе не запрещено, на то оно и зрительское голосование. Сколько проголосуете, столько мы и посчитаем. Это вот, собственно, пункт номер 2. И самое главное, искренне надеюсь, что вам понравилось. А теперь можем уже посмотреть результаты нашего голосования жюри. Собственно, кто какие баллы получил и отправляется в зрительское голосование. Смотрим. Ренат Халиуллина 18, Фарида Зиннатова 20, Лиана Гафиатуллина 20, Резида Факеева 13, Анастасия Катина 14 и Ильсияр Хисматова 20. Вот так вот у нас все мы проголосовали. Теперь 30 минут. Я думаю, давайте от 10 до 1 мы отсчитаем, как мы обычно это делаем, все вместе, и дадим старт нашему голосованию. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Вот, мы начинаем, а вам, наши дорогие зрители, мы еще раз сейчас покажем всех наших 6 участников, чтобы, может быть, кого-то пропустили или чтобы вам освежить память. Смотрим! Соло краще
Габдулла Тукай шүрәле. Не Казан артында бардыр бір ауыл, Карулай дилер. Жырлағанда кишін тауықлары жырлай дилер. Герші онда туықмасам да мен біраз тұрған едім. Жерні әзмәс тұрмалап шешкен едім, ұрған едім. Ол ауылды хеш ұнытмем, әр яғы туған еді. Ол бұлын, яшыл үләнер. Күпме яшьләр үз бәхетен синдә тапты. Казаным, Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Казаным, серле җанлы кала, күңелем аңландыра. Казаным, нурлы җырлы кала, кичке утлар яндыра. Эндә калды бармак изе, құлағымда қалды бар мұңы. Тойда киген ақ күлмәге қалды, берді салып юмаған. Йөрәгемдә мәхәббәте қалды, һәм баласы қалды, тумаған. Башта юлдан, аннан окоплардан, күндә килеп торды хатлары. Сүзен сүзе белән, юлын юлы белән ятладым. Эч почмаклы хатлар килгән чакта зур теләгем, җәйнең ахыры җитмәсен, минем арттан ул йөгерсен. Зур теләгем, балаларга, халаларга, йолдызларның яктылыгын бүләк итсен. Вот так вот, дорогие зрители, если взглянуть на часы, то уже пробежало 3 минуты голосования, поэтому все так же повторяю, делитесь этой ссылочкой и распространите ее друзьям как угодно и голосуйте за тех, кто вам больше всего понравился. И если вы смотрите нас в официальной группе нашей Татарстар, то там вот внизу чуть выложены все наши, соответственно, участники и претенденты для того, чтобы выйти в финал. А у нас в гостях обворожительная, великолепная, популярная певица татарской эстрады, лауреат премии ТМТВ и Болга радио С Рената Тей. Добро пожаловать. Все. Прошу вашему вниманию, эти все аплодисменты сквозь экрана тебе. Круто. Ты классный гость, поэтому и круто.
atladың да, көкке көтердің мені, хыял қанатlarында. Біздің сүйенер раслап, ай кіле қияш яқты, бар дүния бізді хуплай, бар жихан біздің яқлы, тұрмыш білігі саплы, бір қаралы, бір ақлы, бар дүния бізді хуплай, бар жихан біздің яқлы. Нұр толы кешлерімді, мұң толы хислерімді, негіне ойласам да, düşесің ислеріме. Қаршы келсе келсінер, мәхәббәт юқ дейсінер, ышанырға ашықмайым, сиңа ғына ғашықмайым. Біздің сүйенер раслап, ай кіле қияш яқты, бар дүния бізді хуплай, бар жихан біздің яқлы, тұрмыш білігі саплы, бір қаралы, бір ақлы, бар дүния бізді хуплай, бар жихан біздің яқлы. Біздің сүйенер раслап, ай кіле қияш яқты, бар дүния бізді хуплай, бар жихан біздің яқлы, тұрмыш білігі саплы, бір қаралы, бір ақлы, бар дүния бізді хуплай, бар жихан біздің яқлы. Бар дүния біздің яқлы. Бик рәхмәт. Шуның кадәр экран аша да сезнең энергиягызны сизеп торам. Инде минем җырлар сезнең күңелләргә хуш килгәндер дип ышанып калам. Һәм инде сезгә бүгенге көндә теләп каласым килә. Кырычтай тазалык. Зурдан-зур уңышлар. Мәхәббәткә күмелеп, яратып, яратылып яшәргә язсын иде сезгә. Инде сезнең өчен алдагы җырымны башкарасым килә. Иң яратып башкарган җырларымның берсе сине таптым. Зәмзәм суы ышмақ көге тирән сулы шалам. Насып ярым синсіз бүтән бір күні яшый алмам. Ефәк хисім нешкә күңел қанатыны қаған. Сөйем деген синең сүзен йөрәгемдә тоям. Тик мендә беренче төн дәвам итә бу могҗиза. Мәхәббәт миннән өстен, мин барысына да риза. Бәхетле мәхәббәтне мине хәят эзләп таптым. Бәхетле мәхәббәтне мине хәят эзләп таптым. Салмаклыкын кайнар ялкын нидәлисең сайла. Йомшак җилләр, бал иреннәр иренгә кагыла. Иркәм диеп, сөям диеп, серләрне ачам. Язлар белән, назлар теләп, сиңа кыштай очам. Мендә беренче төн дәвам итә бу могҗиза. Мәхәббәт миннән өстен, мин барысына да риза. Бәхетле мәхәббәтне мине хәят эзләп таптым. Бәхетле мәхәббәтне мине хәят эзләп таптым. Бәхетле мәхәббәтне мин эзләп таптым.
Все аплодисменты сквозь экраны. Бигзур Ахмед. Bizga rahmat o'zingizga. Shuning qadar rahat, Shunday rahat bo'lsa shuning qadar shap. Bizga rahmat. Ваши громкие аплодисменты еще с этим у нас здесь есть в студии. Всё. Большое спасибо, Рамстея. Что же, а вы, наши дорогие зрители, голосуйте быстрее, быстрее, быстрее. Нажимайте там на кнопочки, нажимайте галочки. Я думаю, мы, наверное, сейчас еще разочек вам прям по нарезочке покажем же, да? Покажем, чтобы... А вдруг вы еще не проголосовали? Поэтому еще раз покажем вам наших, соответственно, претендентов на выход в финал. А вы уже решите, за кого отдать свой голос. Смотрим. Габдулла Тукай Шүрәле. Не Казан артында бардыр бір ауыл Карулай дилер. Жырлаганда кишін тауықлары жырлай дилер. Герші онда туықмасамда мен біраз тұрған едім. Жерні әзмәс тұрмалап шешкен едім, ұрған едім. Ол ауылды хиш ұнытмем, әр яғы туған еді. Ол болын, яшыл, үләнер. Gençler rüzbehetin sinde taptı kazanım, kazanım. Nurlu jırlı kala keşke utlar yandıra. Kazanım, sırlı canlı kala köngülüm ağlandıra. Kazanım, nurlu jırlı kala keşke utlar yandıra. Kaldı barmak izi, kulağımda kaldı bar mıngı. Toyda kiyen ak gülmegi kaldı, bir de salıp yumağın. Yüreğimde mehabeti kaldı, hem balası kaldı, tumağın. Başta yoldan, andan akıplardan, günde kilip durdu hatları. Sizin sizi bilen, yolun yolu bilen yatladı. Eç pıçmaklı hatlar kilgen çakta, نربوية أكم حكاية سيلقا إنتو غنت الخربة خطية من بالسنة كشكنا تنوى خلغة شطلة خنطيغة منا إنتو غنت الشيدة والغني من اللبة غمد الغام يلا باغم بكم شو خمت كمان كم خطام إنتو غنت الخربة خطية من بالسنة كشكنا Zor dilegim Jenime xaraş etmesin Benim artan uyukersin Uyursan Zor dilegim Bolalarga halalarga Yıldızlardan yaktılığın Böyle gitsin Şayet Вот так, ну что же, а мы продолжаем. До завершения голосования остается буквально сколько там? Чуть больше 10 минут. А я снова должен рассказать, что же здесь происходит. В гостях у нас наше крутейшее, класснейшее, веселое, компетентное жюри. А это шоу «Татарстар. Наследие». Это третий сезон шоу «Татарстар». Что же такое Татарстар? То есть это к нам могли прислать свои заявочки любые люди, вот можно даже так грубо сказать, которые поют, танцуют, читают стихи, неважно. Только в этом сезоне есть небольшое условие. Все это должно было быть на татарском языке. И даже, судя по сегодняшнему выпуску, вы догадались, что даже танец, если он не татарский национальный, а он в стиле хип-хоп, он, собственно, под татарскую музыку, либо так вот под кавер на татарское стихотворение, вот так тоже можно сказать. В общем, в этом сезоне все должно было быть на татарском
языке. Это раз. Во-вторых, у нас все это не просто так. Вот у нас полуфинал. Это третий полуфинал. Следующий полуфинал состоится, если мне не изменяет память, 8 сентября. Полуфиналов остается 2. И потом 19 числа, 19.09, 19 сентября состоится большой финал. Честно говоря, пока не знаю, в каком он формате будет проходить, но хотелось бы верить, чтобы он был в таком в оффлайновом формате. И, собственно, наши финалисты третье, второе и первое место победитель поборются за призы за iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 и iPhone 11 за третье место соответственно. В общем, вот такая наша фабула нашего шоу. А теперь, пока мы ждем завершения голосования, вот так вот можно спросить у жюри, может быть, есть какие-то новости. Это как раз та самая пауза модная, в которой можно рассказать. Может, что-то отрекламировать хотите? Алсу. Новости. Да, новостей никаких нет, мы просто продолжали обсуждать жюри по поводу того, насколько мы были объективны и вспоминали вот номера, которые присылали, да. Действительно, вначале выступали девочки более младшего возраста, и мы были более лояльными. А потом уже вот подключилась такая уже более серьезная, да, ну, как сказать, оценка, поскольку возраст стал старше. Да, ну, да, мы да. просто не хотим казаться такими слишком предвзятыми, и поэтому вот на эту тему рассуждали. Мы здесь можем быть предвзятыми, это наше субъективное мнение. Да, понятно, но вот на эту Все тему равно, когда ты оцениваешь детей, Да, берешь когда на себя оцениваешь взрослых, ответственность. это немножко по-другому. Да, здесь важно, когда ты оцениваешь ребенка, важно как-то выбирать слова, потому что ребенок еще маленький. Ты взрослый человек понимает все сразу, как бы, да, без обид, он понимает, над чем надо работать, Не не факт. надо. Был у нас тут один исполнитель Ну, в национальном костюме. Ох, потом вот было классно. чтобы как-то, если вдруг даже что-то, не травмировать ребенка. Я вот сейчас обращаюсь к нашей думаем. технической группе. Почему это жюри не было на прошлом выпуске, когда вы просто рвали мне сердечко? Я просто переложил ответственность на жюри, чтобы выбрать из 2 6-летних детей, кто отправляется в финал. Мне кажется, и нас Травма-то у вообще, него. я тебе осталось, кажется, я пришел постоянно домой. про сердечко свое говорит. Я прихожу домой и говорю, что я пришел жене и говорю, представляешь, я из 2 детей выбирал одного. Она- Наверное, у вас дети 6-летние просто. Да пока нет детей. А, но ну всё вот. ясно. А если были бы дети, вы что? Я там девочке, которая не прошла, пообещал подарок от себя, они меня потом ругали. Ну ладно, Ильнас, как тебе вообще? Все сегодня, может, новости Слушайте, я какие вот хотел бы попросить сразу, простите нас, если мы кого-то обидели. Ну, серьезно, вот журить, вот кто мы такие, чтобы журить Нам людей? очень сложно да. быть здесь, да. Мы командуем, ну, кроме своего горшка, ничем уж не командуем, поэтому... Да, самый скромный перед татарской страной. Это ваша версия. Не только горшок, но и ванна еще. Ванна, и 2 детей, и супруг, ты понимаешь? Нет, на самом деле мы постарались быть объективными. Ну, то, что увидели, то и сказали. Кто запомнился больше всего? Может быть, что-то резко высказал. Ну, может, я всегда так высказываюсь, потом прошу прощения, потом... Да, у нас много, так сейчас принято у нас. Как бы. Да-да. Сначала сказал сгоряча. Слушайте, вот почему ты запомнилась последний номер? Ну, потому что она всегда еще в голове. Нам Да, всем, согласна. нам всем, наверное, запомнился 6-й участник, но вот у меня пока есть такая возможность подглядеть, как идет голосование. Не очень дела, поэтому если у вас есть возможность А мы проголосовать... можем проголосовать? Конечно. Да, давайте. Прямо давайте сейчас все Я вместе хочу идти, кто у нас проголосовать сидит за сейчас, экраном. да? Но я не призываю вас голосовать ни А куда надо ни за зайти? кого. Прямо ВКонтакте, прямо в сообщество. Вот есть. У меня А я ссылочка. считаю, что я уже сделал свой выбор, все решает. Вот смотрите, какого ленивого жюри. Ты просто телефон забыл вот там вот. И... Нет, телефон-то здесь, он еще прозвенел. Так, Простите, да, я даже- вижу голосование. Вот там вот можно Да, выбрать Покажи, пожалуйста. того, кто вам понравился. Это у нас есть претенденты. Риана Халиуллина, Фарида Зинатова, Лиана Гафиатуллина, Резида Факиева, Анастасия Щекина, либо Щекина, скорее всего, Ильсияр Хисматова. Вот так вот. Проголосуй тоже. Быстренько Самому достань молодому телефон. участнику 9 лет, Да, самому я взрослому доверяю. участнику 26 лет. Мне? Ильнаса свой голос мне отдает Подожди, мне, я сейчас буду подожди, сейчас голосовать. я все запросы в поисковике сейчас удалю и... Я не буду смотреть, мне так интересно. часто.
Я еще не Мне не женат. интересно вообще. Ой, я вижу нас в прямом эфире. Это называется вашу... Смотри и там- сюда. И там, и тут Я передают. хочу передать привет. Все, я очистил свою историю. Ну, Так, за и запросы куда в заходить, Google. чтобы проголосовать? Результаты Так, вот зрительского это вот, голосования наверное, вот так вот. И- суммируются с где нашими показывалось? оценками, да? Вот я перешла по ссылочке вот по этой. Спасибо, А что куда, ответили, куда друзья. смотреть? А, туда. Вот в этой группе. Так, и вот здесь Куда? голосовать. Ну там вот не... Вот. Да, Вот, часть. не, а вот голосование. А я как должна проголосовать? Так, вот там, вот, и вот. Я Вот голосую. еще раз я доказываю, как что я фамилия, имя еще раз, который мне даже очень не хозяин понравился. своего Булат. телефона. Да-да-да. Еще спросила, но... Сейчас нас скажут, что ведущий забрал у всех телефон и заставил проголосовать. Нет. Нет, Нет, это это мой Гульнас выбор. Гульнас Подожди, забрала. я Держи. имею свою гражданскую позицию, кроме того, что я жюри. Это вот 6-й номер надо поставить или фамилию надо написать? Там вот прям голосовалочка, там прям вот надо, вот все очень просто. Вот тут, Нет, вот, я поняла. Вот так, вот. да? И прям Раз. кнопочку жмем и Ильсияр Хисматова. вот так вот. Кстати, Ну, ну вот- я... Она отстает, я Вот- хочу вот сказать. Почему вот Шурали всегда отстает? И вот меня волнует вопрос, так как я с Арска. Там исторически так сложилось. Он совал Не, свои руки куда не когда-то надо. его прижали, почему его жмут до сих пор? Скажите, пожалуйста. Кого? Шурали Шурали. прижали палец. Ну Сейчас там его тоже прижи- прижимают. Ну вот, прижал. О сложной судьбе Арского района певец Ильнас Гарипов. Да-да-да. Ильнас, вот пользуясь случаем, вы говорите про рекламировать. Давайте, пользуясь случаем, я напомню Ильнасу, что он обещал мне песню написать. А? Помнишь, возвращались с гастролей в машине, а ты сказал, Алсу, я напишу тебе песню хорошую. Вот я пользуюсь своим положением. Алсу, я запишу тебе песню, только заплати за меня за проезд на Нет, конец концерта. я просто сказал, принесите предоплату, я все. Ну предоплатно, Как вот так и надо было говорить. карта к номеру привязана. Он пишет классные песни, потому что. Вот, реклама Спасибо. Ильнаса. Он скромный, но пишет классные песни. Я пишу одну песню за года 3 одну песню Да. напишу. И- Тухантель, вот такой мне напиши. Вот видишь, Арские какую песню написали, да? Даже в Челябинске вы перепели, А это Арские, станцевали. Да, я выигрываю голосование сейчас. Ой, и съехал так красиво, раз, и все. И Ну, не- даже не сказал, ладно, А он мне просто после интересно, а как передачи. количество Алсу, людей? Как будет сразу, я вот обещаю. А он, видимо, всем наобещал. Там еще 18 Он всем человек наобещал. ждут Я всем песню. обещаю, поэтому я еще не женат. Всем, понимаете? кого с кем возвращается с гастролей в машине. Я тебе песню Мы, кстати, напишу. с ним едем послезавтра. Сейчас уже у всех вопрос. Почему Ильнас обещал Алсу песню? Да, почему? Когда возвращаюсь, мы с... С гастролей. Гастроли. Да-да-да. А скоро вы едете с Гульназ вместе на гастроли. Вот, собственно, и ответ, почему я до сих пор не женат. Еще Юки с нами Теперь едет, все да? знают, куда мы ехали, и куда они едут, и где мы были. Хорошо, Ильнас, давай по-другому представим ситуацию. Что нужно сделать, чтобы ты написал песню? Слушайте, вот нужен текст, хороший текст. И потом приходит музыка, и ты уже думаешь в голове, кто может эту песню спеть. Короче, Отку- я еще не откуда могу. приходит В общем, музыка? я еще не Ты с могу текстом пока. начинаешь, да, Да. писать? Я смогу, пока еще не напишу. могу, понятно. Не доросла. Ладно, я буду расти. Я как буду на уровне Алсу. Я буду работать над собой, чтобы, смочь спеть твою песню. Вот, ну пока вот то, что в голову приходит, это Туантель. Спеть в Мне стиле кажется, ее уже Стиль писали. Нет, у Алсу хип-хоп. есть свой стиль. Петь песенки с именами. Мне это очень Нет, на самом нравится. деле, Алмаз, вот ты будешь мы Ильнас. сейчас Алмаз, прикалываемся, алмаз. сидим здесь. На самом деле, вот когда я в школе учился, я смотрел клипы Алсу по телеку, где там черно-белый, самый классный клип. Вырос, понимаешь? Поэтому я таким вырос. А потом не могу я- написать ни одну песню А Алсу. потом я должна думать, почему мне говорят Алсуапа, Алсу, встреча. ну, да. Потому что, говорил, Алсуапа, потому что он рос на моих песнях, значит, получается, что и мне уже на пенсию пора. Да? Ну, А ты Либо- ска- либо а если ты ты скажи, получаешь даёшь оставь о меня себе старушкой, знать. я в печали, а ты у меня песню просишь, да? Алла Гурса все будет. Все Ладно. по песенке, Вот, да, вот, конечно. вот и правильно. ты- Это ты хорошо сказал. Зато Все по песенке. позитивным итогом этой беседы про песню стало, что если Гульнас на обратном пути из гастролей, если тебе от нее будет что-то очень сильно надо в этот момент, она не поверит в вот эту историю, что я напишу тебе песню. И самый прикол, что Да, она кстати, еще будет да. не одна, их будет 4, понимаете? А круче всего будет, если он раз и напишет им песню. Но Ох, я но как ей, обижу! но ей И спасибо организаторам, что нас пригласили до написания песни, а не после. А ты понимаешь, в чем суть? Все Я это шоу, узнаю это. все это шоу, весь сезон, все отборочные, все полуфиналы
было ради момента, чтобы нас вот так вот подставить стенки и спросить, когда плаща? Мы специально Типа, попросили сейчас я пригласить расскажу, Ильназа. зачем мы всех здесь Зачем я собрали. здесь? Ну, Зачем там, я извините, здесь? но Вот она, Спасибо. настоящая подстава. А ты говоришь. Ладно, я Это обращаюсь. все шутки, конечно. Ну, чуть-чуть, как бы, но песню-то Не, не мешало. песню Если не да, написал, да, ну да. не написал. Что ж, до завершения голосования остается буквально 1 минута. 30 секунд 30 даже секунд. мне говорят, поэтому через 20 секунд мы начнем Один обратный раз отсчет. можно голосовать, Если вы да? еще не проголосовали, жмите вот эту вот галочку, за кого вы проголосуете. Голосование абсолютно кристально честное, и судя Да, по я тому, как... даже не буду смотреть, кто за кого. То есть, Ну да, тут вот... Чтобы не плакать. ну, что все должно быть честно. Конечно. Проголосовал народ, мы, ну, то есть, да. Мне это сейчас что-то Кстати, напоминает. У нас идеальная позиция. Но надо ну, не мы- забывать, результат же суммируется, наши Конечно, оценки. конечно, да, конечно. Потому что таком... Ну мы так довольно-таки щедро сегодня голосовали, можно начать обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Все, хватит голосовать. И еще раз я зачитаю имена тех, кто у нас сегодня был в полуфинале. Это были Риана Халиуллина с народной песней «Сағыну», Фарида Зиннатова с поэмой «Ғабдултхая Шурале», Лиана Гафиатуллина с композицией «Кишке Қазан утлары», Резида Факиева с отрывком из поэмы «Энгама Атнабаева «Яшлик Бляна Ширашу», Анастасия Щекина из Челябинска с хип-хоп версией песни «Туган Тель», и на нее был сверху, соответственно, танец, и Ильсия Хисматова, 26 лет, из Казани, с кавер-песней из репертуара Аллы Пугачевой «Звездное небо». Вот так вот оно все было. Сейчас что происходит? Соответственно, если вам интересно, вот так вот весело болтали, не болтали, мы складываем те голоса, которые отдали мы, соответственно, с вашими голосами. И как показывает практика, от голосования зрителей, то есть от вашего голосования зависит действительно по-настоящему многое, вплоть до того, что иногда бывает, мы тут такие жадные, вредные, понаставили троечки, а то вам вон оно как, соответственно, получилось. То ли действительно зрителям понравился номер, то ли друзей много, что правилам нашего конкурса не запрещено. Еще раз, 8 числа, 8 сентября у нас следующий, 4-й полуфинал, всего полуфиналов 5, соответственно, потом, если мне не изменяет память, я правильно скажу, если не будет никаких технических накладок, 8 числа, потом через неделю заключительный у нас полуфинал, и станут известны имена 10 участников, 10 финалистов. И, судя по всему, меня сейчас опять, как на прошлом выпуске, позовут за кадр, чтобы я принял решение, у кого там поровну, у кого там что, вы считаете? Можете звать нас на помощь, Как в мы вам прошлый раз? поможем. Кого, да все, я люблю эту темку. Можно? Сейчас опять скажут, что голосование прошло Ну, тут вне очевидно. камер, за кулисами. Короче, уважаемые зрители, не буду я в этом больше принимать участие. Все, ждите меня, потому что жюри. Видимо, вот почему вот когда Сабиров ведет, там прям вот все нормально. Там вот первое место, второе место, и все, и четвертое там вообще Началось. ничего нет. Вышел и все, и никаких там тех хип-хопов, шмип-хопов нет. У Сабирова все нормально. Но гости у меня всегда самые лучшие. Потому, Я Это вообще- ты правильно. потому Блин, я у что Сабирова тоже была. вам сейчас, дорогие мои, нужно будет выбрать 2 участников, которые, то есть с первым местом, как я понимаю, там все четко. Там все понятно, первое место, первый, скажем так, вернее так, участник, который отправляется в финал с первой строчки нашего полуфинала, если говорить спортивной терминологией. Но есть вторая путевочка в финал, и за нее поборются 2 участника, и мы вам сейчас, то есть здесь уже я не буду вмешиваться, мы вам покажем этих 2 участников, я же правильно смотрю, и вы выберете один участник или второй участник. Внимание, на экран участник первый. Atalar üşürsen ide, tava bisken ellerimde. Vamer üşürsen ide, tava bisken ellerimde. Hamja yıldızım, kumlemne yaktırtay, yalmadan zor dilegim. Тут есть лишь один большой вопрос, что мнение жюри должно быть единогласным. Будет ли оно единогласным, зависит, собственно, от жюри. Я думаю, что будет, потому что когда мы обсуждали, нас угостили чаем, да, спасибо организаторам, да. А второй организаторам спасибо, что выбрали ведущего ростом примерно как я, потому что я здесь чувствую себя человеком, наконец-то, где-то.
И, У меня такая же история, прям вот, прям счастлив. и я думаю, что у нас будет единогласное решение, что мы выбираем. Почему ты говоришь за всех? Нет, мы мужчине доверяем нашему, он правильно говорит. Я хозяин сетерства. Судя по тому, как вы одеты, Ну, мы подмазываемся. ты выбирал, Понимаешь, что сударыня надену. Ты же знаешь, нам песня нужна, песня. Всё, я Нормально, понял, всё. подмазываемся просто. Не, на самом деле, мы, как мы уже говорили, высказывали, энергия, вот это все, Мы она за нас кулисы обсуждали. обволокла уже, и мы уже прям поклонники. И давайте Номер возьму эти слова на себя. Да, Вы мы между поняли. двумя участниками, между Арианой Халиуллиной и Ильсиар Хисматовой, выбираете участницу под номером 6, Ильсиар Хисматова. Да, все Но верно. надо, наверное, добавить, что вот другая девочка, которая участвовала, она очень крутая. То есть, ну, она прекрасная. Ну, у нее еще все У впереди. нее все впереди. Да, Все конечно. впереди. Причем большое будущее, да, она такая И звездная. давайте Она яркая. покажем итоговую картиночку. У нас готово? Буквально пару мгновений мы сосчитали. Если зрители, вам интересно, как же так получилось, а получается все очень и очень просто. Складываются наши оценочки и складываются оценочки ваши. Соответственно, если бы этого не происходило, если голосовали бы только вы, то все бы решалось гораздо проще. Итого, собственно, вот они, две финалистки. Лиана Гафиатуллина 23 балла, Ильсиар Хисматова 22 балла, плюс решение жюри. Аплодисменты финалисткам! Вот так вот, да, вот так вот. Что ж, дорогие зрители, следующий полуфинал 8 сентября. Голосуйте. Видеофиналистов. Давайте посмотрим, пожалуйста, видеофиналистов и еще разок. Те, кто отправляется в финал. Кто прошел? Yaşlar rüzdehetin sinde taptı kazanım nurlu jırlı. Hemşe yıldızım, күңлемне яктырта ялмадан зур теләгем. Вот так вот выбрали мы финалистов, и, собственно, на второй финалистке я так хочу, чтобы лето не кончалось, и, наверное, если вы будете продолжать жить с песней в душе, и каждый день у вас будет желание петь, то лето, наверное, для вас никогда и для нас не закончится, и наступит какая-нибудь золотая осень, что-то негоже, вот так вот я скажу, а поэтому, дорогим зрителям, большое спасибо, что смотрели, большое спасибо, что голосовали. А теперь мы так вот по очереди, я даже взял, как у меня вот записано, представлю еще раз наших дорогих жюри. У нас в гостях были заслуженная артистка Республики Татарстан, певица, телеведущая Алсу Абульханова. Аплодисменты. Рахмат Бигзур Алсу. Вам спасибо. Обладательница национальной премии Алтын Барс, премии ТНТВ, победитель реалити-шоу ТНТ «Золото Геленджика», певица, актриса Гульназ Баталова. Гульназ Бигзур Рахмат. Красавец. Харизматичный. Можно я добавлю? Да. Вот эти регалии у меня тоже они были, Они- но я просто мне было лень все я говорю, а что записать. ты Мы скромный, да? поняли. Мы так боялись, Он что... как бы- тоже, Алтын Барс, ТМТВ, за тебя Да, скажем. то, что бесплатно Только отдавали, золото у тебя я нет. все забирал. Остальное нормально, да. Только вот смотрите, ну регалии те же самые, а золото она забрала. Ну... Коробит. Геленджика. Да, да, У да, тебя коробит. татарстанский, а у нее Геленджика. Ну, я очень рад. Ну что же, объявляется официальный вечер с шутками над Ильназом Гариповым. А все-таки скажу, обладатель и лауреат огромного количества премий и госнаград. Есть там госнаграды? Нет, нет. Олашка, нет? Пока еще. нет, да. Обладатель огромного количества премий, лауреат конкурсов, победитель и просто хороший человек, татарский Спасибо. певец Ильназ Гарипов. Бигзур Рахмет вам, дорогие зрители. Что ж, большое спасибо, Бигзур Рахмет, не болейте, всем пока-пока. Все, сняли, выключай, все.